Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». В студии Ислам Ершов. В нашем выпуске я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в регионе и не только. Но вначале коротко о главном. Республиканская клиническая больница теперь носит имя Ахмата Хаджи Кадырова. Обновился и автопарк медучреждений региона. Лидер субъекта передал им 105 новых автомобилей. В правительстве обсудили эффективность деятельности должностных лиц. Доклады о целевых показателях заслушал премьер республики Магомед Даудов. Сегодня необходимо всем органам власти сохранить высокие темпы социально-экономического развития республики. Документальный фильм о Грозном получил приз международного кинофестиваля «Золотая башня». Награду вручили автору работы Ахмеду Аюбову, бывшему сотруднику телерадиокомпании «Путь». Сегодня мы сидели, смотрели этот фильм со слезами на глазах, конечно. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдуллаев. دال هو خردق يمتينا مقهية ميو الله ديل مكمشوا الله ديل وين تخندق سيل خندق ديس ديل خلج ديت صلوش والله ديل وي تبترشت عوايزش والله ديل وي هتي دال إشادك شين قشع هو خردق خلقا يقير ديل ديكين عمل يستيقون يرحله وقت الله ديك عمل الله خريو الله ويزي سيلا وش دال تاريخ ديل وي. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. Республиканская клиническая больница теперь носит имя первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Торжественная церемония с участием главы региона прошла в минувший четверг. Кроме того, в этот день медицинским учреждениям было передано 105 единиц автотранспорта, которые приобрели благодаря нацпроекту здравоохранения. Подробнее в сюжете Халимат Шахидовой. У республиканской клинической больницы царит торжественная обстановка. Медработники учреждения в ожидании начала важного мероприятия. Больница переименована в честь первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. С приветственным словом по этому случаю выступил министр здравоохранения Чеченской республики Адам Алханов. Это важный день, ведь теперь одно из крупнейших многопрофильных медицинских учреждений нашей республики будет гордо носить имя великого человека, который с неустанной преданностью служил своему народу и заложил прочные основы его благополучия. Ахмат Хаджи Кадыров был не просто лидером, но и символом надежды и опоры для своего народа. Церемонию посетил и глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров. Он поздравил медработников с торжеством. دال شوكاش نح كيزي خليتويل شوكاش جتاو شوكا حي القيتم خليتويل دال برتصعبويل. В ходе мероприятия награду «Заслуженный врач Чеченской республики» вручили Ламаре Абдулхаджиеве, который признана лучшим лор-врачом России 2024 года. Присваивается почетное звание «Заслуженный врач Чеченской республики» Абдулхаджиеве Ламаре Ризвановне, заведующий в отделении оториноларингологии Республиканской клинической больницы имени первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, победителю Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший оториноларинголог России» 2024 года. После прошло открытие стелы в честь присвоения больницы имени первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В рамках нацпроекта здравоохранения для нужд больниц Чеченской республики закуплено больше 100 единиц автотранспорта. Масштабное обновление автопарка значительно облегчит работу медработников.
Транспорт однозначно он облегчит работу медицинских сотрудников. Это однозначно, потому что, имея прикрепленное население для каждой больницы, есть такие моменты, что медицинский персонал должен осматривать пациентов на дому, вести диспансерный учет. Однозначно это намного облегчит работу медицинского персонала. Министерство здравоохранения Чеченской Республики за последние годы достигло значительных успехов. По показателю рождаемости и естественному приросту населения регион стоит на первом месте в стране. Также республика заняла вторую строчку по снижению смертности и стоит в пятерке по продолжительности жизни, отметил глава региона. Халима Чахидова, Юсуп Эжиев, Ибрагим Батаев. Неделя. В правительстве Чеченской Республики прошло совещание под председательством Магомеда Даудова. Обсуждались предварительные итоги достижения целевых показателей в регионе, установленных президентом России. С докладами выступили вице-премьер-министр экономического и территориального развития Рустам Шавтокаев и заместитель председателя правительства, министр финансов Султан Тагаев. Также были озвучены предложения по улучшению показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц. Установленные президентом показатели направлены на улучшение качества жизни населения и их достижения находятся на особом контроле главы Чеченской Республики и Герой России Ахмата Хаджи Кадырова. Именно поэтому сегодня необходимо всем органам власти обеспечить достижение целевых показателей и сохранить высокие темпы социально-экономического развития республики. Документальный фильм «Город-герой Грозный» получил приз 10-го международного кинофестиваля «Золотая башня». Его автор и режиссер – бывший сотрудник телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова, журналист Ахмед Аюбов. Картина рассказывает о 3 этапах истории Грозного – советские годы, военное лихолетие и современность. «Город-герой Грозный» – так называется фильм, получивший приз 10-го международного кинофестиваля «Золотая башня». Его автор и режиссер Ахмед Аюбов лично получает награду. Фильм снят телерадиокомпанией «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. В нем рассказывается о 3 этапах истории Грозного. Советские годы, 2 военные кампании и нынешнее время глазами людей, детство которых прошло в чеченской столице. В нем есть то, что невозможно высказать словами. Знала каждую тропиночку. Скверы, библиотеки, кинотеатры. В общем, все, что душе пожелаешь. Город Грозный, город моего детства. Родился и вырос в этом городе, и горд этим. Город Грозный в советский период назывался городом нефтяников. Но, наверное, само название Грозный еще привлекало. Идея снять такой фильм пришла во время просмотра архивных видеоматериалов, говорит автор. Главная цель – сохранить важные моменты для памяти будущих поколений. Собрал, так сказать, нашу элиту, то есть людей искусства, преподавателей, врачей, спортсменов, журналистов, чтобы они поделились своими эмоциями, рассказали про тот Грозный, как я сказал, 3 периода рассказали. И что самое, то, что как режиссер меня удовлетворило, то, что они живые эмоции показывали. То есть вот их искренние слезы, вот эти моменты, потому что действительно очень трудно вообще вспоминать военный Грозный. После награждения желающие смогли посмотреть фильм лично. Некоторые едва сдерживают слезы. Это был страшный город тогда. Там не было ни одного целого здания. Много погибших в подвалах, в развалинах домов. Очень много погибших. Помогите мне! Конечно, сегодня мы сидели, смотрели этот фильм. И мои подруги, общественные деятели, со слезами на глазах, конечно. Потому что, да, все это прожили. Да, дал хастам, дал вайкагир хашткимагойтили. То, что на передовой и наши дети сегодня, конечно, наши сестры, братья, наши дети, конечно, и это было в голове, и эти картины, все взаимосвязано.
И по воле Всевышнего Далмугла победа была здесь, и победа будет сегодня на нашей передовой. Свою победу Ахмед Аюбов посвятил Мусе Эрсункаеву, заслуженному журналисту и народному писателю Чеченской Республики, жизнь которого трагически оборвалась 2 месяца назад. Он не только принимал участие в фильме, но и помогал автору советами. Шамиль Рисанбиев, Юсуп Ижиев, Хаджи Мудаев, Аслан Исхаев. Неделя. Ведущие финансовые компании разрывают отношения с Израилем, а в Америке 2 мусульманкам удалось переизбраться в Конгресс. Об этих и других новостях из мира мусульман в нашей рубрике «Умма». Несколько ведущих финансовых компаний Европы разорвали отношения с Израилем из-за давления политиков и общественного мнения. Вторая крупнейшая банковская группа Италии уже внесла Израиль в черный список в октябре 2023 года. Французская страховая и инвестиционная группа и норвежская компания, предоставляющая финансовые услуги, продали акции израильских фирм и банков из-за риска нарушения прав человека. Многие компании сталкиваются с выбором между сотрудничеством с Израилем и соблюдением ценностей и принципов устойчивого развития. МЧС России продолжает направлять гуманитарную помощь в Ливан. Российский Ил-76 прибыл в Бейрут с 24 тоннами гуманитарной помощи. Это медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости. Напомним, что число погибших в результате израильских бомбардировок в Ливане составило больше 40 человек. Французский футбольный клуб выступил против политических сообщений на стадионе после баннеров в поддержку Палестины. Клуб призвал болельщиков воздерживаться от политики на матчах, чтобы избежать возможных санкций. Союз европейских футбольных ассоциаций запрещает политические акции на своих турнирах, что может привести к штрафам. Представители Демократической партии Рашида Тлаиб и Ильхан Амар были успешно переизбраны в Конгресс, что стало значительной победой для мусульман и арабов в американской политике. Тлаиб победила в Мичигане, а Амар в Миннесоте. Обе получили более 75% голосов избирателей. Амар сталкивалась с немалой критикой со стороны Американо-Израильского комитета по общественным связям, но, несмотря на это, смогла одержать победу над своим оппонентом, собрав 3 раза больше средств на предвыборную кампанию. Американская пресса отмечает, что и Тлаиб, и Амар продолжат бороться за социальную справедливость и права иммигрантов в Палате представителей США. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. В Грозном стартовали съемки документального сериала «Семья Ахмат». В нем расскажут о жизни и подвигах бойцов спецназа «Ахмат» на передовой. С авторами проекта встретился министр Чеченской Республики по национальной политике и внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Спецназ «Ахмат» он на самом деле заслуживает таких информационных продуктов, поскольку благодаря всесторонней поддержке, помощи, содействию главы республики Рамзана Чакадырова, благодаря тому, что им создана прекрасная инфраструктура, эта семья, спецназ Ахмат, он на самом деле стал семьей, такой интернациональной семьей, где служат со всех регионов страны. Центральными фигурами сериала станут добровольцы из разных уголков России, которые отправились на защиту Родины. Зрителям покажут путь героев от обучения в Российском университете спецназа имени Владимира Путина до линии фронта. Их боевые будни, подвиги и личные истории. Запланировано около 5 серий длительностью по 30 минут. На этом у меня все. До встречи через неделю и хороших вам новостей.